Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Глава республики провел прием граждан. Айсен Николаев заслушал вопросы, которые беспокоят жителей республики. Семейный клуб появился в Тампонском районе. Заведение открыли на базе комплексного центра социальной защиты населения. А амгинцы продемонстрировали свои вокальные способности и артистизм на открытом вокальном конкурсе, который посвятили памяти отличника культуры Афанасия Кузьмина. На трассе Вилюй открыли ледовые переправы для легкового транспорта. Речь идет о переправах через реку Вилюй на участках Верхневилюйск, Кюндяде и Крестях. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций Украдор-Вилюй рекомендует автомобилистам неукоснительно соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы. Движение открыто для транспортных средств общей массой до 4 тонн. Глава республики провел прием граждан. На встрече рассмотрели вопрос о предоставлении материальной помощи и содействии в строительстве жилого дома вдове участника СВО. По итогам согласован выезд комиссии на осмотр дома, а также будут приобретены необходимые материалы. Следующим прошло награждение Анны Трифиновой памятным знаком и дипломом за ответственный труд и работу в течение 19 лет в партии. Также Айсен Николаев встретился с учеником 3 класса Мироном Потаповым, пришедшим со своим отцом. Он представил свои научные работы, а также поделился идеями и проектами по вопросам робототехники и в особенности строительства многоквартирных домов в условиях многолетней мерзлоты. Мы живем в нашем Якутске, и поэтому вот сын, когда начал интересоваться вот этой вечной мерзлотой, мы сразу же, конечно, родители его подхватили, поддержали. В будущем хотел бы, наверное, свяжем нашу, точнее, сын, наверное, свяжет со строительством и программированием. Вот. То есть сын хочет их объединить, и технологии новые, программирование роботов, да, все IT-направление для облегчения работы строителей. Более 2 лет при Национальном центре медицины работает Центр мозга и нейротехнологий, специалисты которого работают над решением многих задач, в том числе и над восстановлением пациентов после перенесенных инсультов. Важной составляющей работы центра является обмен опытом с коллегами из федеральных научных и медицинских организаций. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Национальный центр медицины – один из флагманов здравоохранения на Дальнем Востоке. В центре создаются условия для научной и практической работы по многим направлениям медицины. Более 2 лет работаем и открыли в 2022 году Центр мозга и нейрогенетики совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий. И как раз все наши процессы системно идут на развитие нашего центра. У нас сейчас развитие в коллаборации, и мы как раз сейчас в нашем центре объединяем гигантов, которые в этом деле, в том числе в изучении мозга, являются людьми с мировым именем. На этой неделе гостем центра стал профессор МГУ, специалист в области нейрофизиологии Александр Каплан. В Якутск Александр Яковлевич приехал, чтобы поделиться наработками своей кафедры и помочь якутским коллегам внедрить их в лечебный процесс. Реабилитационные направления после инсультов, после нейротравм. Здесь у нас есть определенные достижения, во-первых, в обеспечении скорейшего восстановления функций, например, двигательной функции после инсультов и после нейротравм. А второе – это сопровождение пациентов, которые уже надолго потеряли какие-то способности, например, речь. Для этого у нас есть свои подходы для сервиса и относительно восстановления речи. Национальный центр медицины и дальше намерен приглашать специалистов из различных научных и медицинских организаций для обмена опыта и внедрения в работу новых технологий и методик лечения. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Верхневилюйске прошла 2-я всероссийская научно-практическая конференция «Диалог согласия» в память профессоров СВФУ Михайловых. Цель конференции – актуализация традиционных духовно-нравственных ценностей, общественных отношений, согласия, использования воспитания подрастающего поколения россиян, трудов основателя философии согласия, педагога, профессора, доктора философских наук Виктора Даниловича и его супруги философа труда профессора Тамары Михайловны Михайловых. В мероприятии приняли участие множество доцентов и профессоров СВФУ, доктора и кандидаты наук, а также учащиеся и молодежь Верхневилюйского улуса.
Виктор Данилович и Тамара Михайловна работали в диссертационном совете. Они предложили его создать, они его создали. И в 1992 году совет начал работать. И за это время были защиты 10 докторских диссертаций, 51 кандидатской диссертации. Это очень много, потому что все эти диссертации, они прошли через руки ученого-секретаря, каковым была Тамара Михайловна Михайлова. Она внесла вот именно вклад в развитие становления философского образования. В Хандыге в этом году на базе комплексного центра социальной защиты населения создан муниципальный семейный клуб «Гармония». В минувшие выходные там торжественно открыли интерактивные пространства. Подробности далее. В этот торжественный день были презентованы современные интерактивные пространства. В актовом зале отлично вписался скалодром. У каждого ребенка и даже взрослого была возможность испытать себя в спортивно-интеллектуальных играх, попробовать пройти небольшой маршрут и оценить качество стенда. Еще одной увлекательной зоной для времяпрепровождения ребят стал интерактивный пол игровой. На нем образовательный процесс происходит с помощью компьютерных технологий. Как работники комплексного центра от развивающего интерактивного пространства ожидаем положительной работы с семьями. То есть это новая методика, которая будет применять в себе интерактивное оборудование, и на нем дети будут развивать ловкость, гибкость, память, смекалку, и, соответственно, в работе с мамами либо с папами будут укрепляться детско-родительские отношения. Если ребятишки впечатлились развивающими зонами, то мамы по достоинству оценили обновленную комнату психолога. Главное новшество – релаксационный фиброоптический модуль «Облачко». Легкие струящиеся нити зеркальным панно погрузили гостей в мир спокойствия и уюта. Мне очень все понравилось, но больше всего мне понравилось, как я лазил по стенам. И по полу тоже прикольно было. Я советую всем прийти сюда и посмотреть на эти вещи. Открытие семейного клуба «Гармония» стало возможным благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который выиграл социально-реабилитационный центр «Светлячок». Сумма грантовой помощи составила свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Организаторы надеются, что новая методика работы привлечет к работе «Гармонии» еще больше активных родителей и детей, ведь такие клубы необходимы для всех семей, без разделения на категории. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Горном Улусе прошла вторая зимняя этнографическая школа «Пищевая культура холода. Зимний цикл». В рамках мероприятия прошли открытые академические лекции от ведущих ученых республики о пищевой культуре народов Якутии, практические рекомендации по развитию этнокультурного гастрономического туризма в республике и пищевого бренда. Также провели мастер-классы по приготовлению якутских зимних блюд. Состоялась и презентация старинного обрядового состязания мужчин, проводимого после забоя скота. На мероприятие собрались и для обмена опытом специальные гости, кандидаты биологических и медицинских наук из разных городов нашей страны. Да, мы приехали познакомиться с особенностями кухни, народной кухни Якутии. И нам очень интересно посмотреть, что есть национальные блюда, чем они отличаются. Где-то, может быть, подчеркнуть дополнительные знания для себя и поделиться своими знаниями с жителями Горного Улуса. В Якутске состоялся круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения известного литературоведа Сарданы Аюнской. Она с 1962 года до конца дней жизни работала в Институте гуманитарных исследований. Научное заведение было открыто ее отцом, одним из основателей автономии Якутии, писателем, ученым Платоном Аюнским. Как наследница яркого сына народа, Сардана Платоновна изучила творческую деятельность и увековечила ее. Также она многие годы работала в отделе фольклористики и литературоведения научного института. На круглом столе рассмотрены актуальные проблемы современной фольклористики, литературоведения, современной якутской прозы. Также были выступления по наследию Платона Алексеевича Аюнского, а также по наследию самой Сарданы Платоновны Аюнской.
Сегодня, 2 декабря, отмечается 125-летие со дня рождения видного государственного и политического деятеля Александра Габышева. В течение года по всей республике проводятся различные мероприятия, посвященные увековечению памяти одного из великих сынов якутского народа. Например, для молодежи Нюрбинского района организовали интеллектуальную игру о жизни и деятельности политического деятеля. Сегодня, в день его рождения, в Нюрбе было торжественное возложение цветов к памятнику Александра Габышева. В 30-е годы, благодаря его деятельности, Якутия превратилась из отсталой аграрной окраины в индустриально-аграрную республику и стала валютным цехом СССР. Мы, сегодняшние работники все трудовых коллективов, молодежь, должны работать постоянно по увековечению наших славных сынов. Поэтому наша цель, чтобы именно молодежь, дети должны знать историю жизни, их деятельность видных политических государственных деятелей. Сегодня отмечают праздник двухмерной компьютерной графики. Центр цифрового образования детей и IT-клуб гордятся своими воспитанниками, которые активно создают запоминающиеся образы для видеоигр, мультфильмов и рекламных проектов. Сейчас там обучаются более 80 учеников. В этом направлении они не только осваивают современные программы и техники, но и разрабатывают собственные стилистические решения, демонстрируя высокий уровень мастерства. Обучение в центре охватывает широкий спектр направлений от программирования до графического дизайна, моушн-дизайна, позволяя молодым дизайнерам развивать свои навыки и успешно участвовать в различных конкурсах. Ну а в Амгинском районе прошел открытый вокальный конкурс, который посвятили 65-летию памяти отличника культуры республики, члена Союза мелодистов Якутии Афанасия Кузьмина. Его песни отличаются особой лиричностью. Конкурс, посвященный 65-летнему юбилею мелодиста, собрал множество талантливых участников со всей республики, которые продемонстрировали свои вокальные способности и артистизм. Участники конкурса исполнили песни из репертуара Афанасия Кузьмина. Песни мелодиста, звучавшие на конкурсе, еще раз доказали, что любимы народом и будут звучать еще многие годы. В юбилейные его даты проводим конкурс, открытый конкурс его песнями. И в этом году вот география участников — это Мегино-Кангаласский улус, Уй-Салданский улус представлены, да, очень такие подготовленные ансамбли, участники, солисты приехали принимать участие. Ну, конечно же, Афанасий Афанасьевич Кузьмин, он пел про свою любимую Амгу, очень много известных песен на сегодня, да, написал про нашу Амгу, и вот мы очень гордимся тем, что у нас есть такой мелодист. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.